В специализированном зале городского стадиона «Спартак» юные борцы разыграли награды турнира памяти депутата Госсовета Чувашии, президента Республиканской Федерации дзюдо Александра Трофимова. С итогами соревнований наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. С трагической датой гибели в авиакатастрофе вице-президента Поволжской Федерации дзюдо, депутата Госсовета Чувашии Александра Трофимова, уже минуло 2 олимпийских цикла. Но дело, которому был предан неоднократный чемпион республики по дзюдо и самбо, победитель и призер российских, союзных и международных соревнований, и после его ухода, судя по количеству юных спортсменов, продолжает развиваться. Он был действительно настоящий спортсмен, настоящий депутат, он был настоящий активный житель и гражданин не только Чувашской республики, но и Российской Федерации. Чебоксары помериться силами со своими сверстниками приехали более 200 юных дзюдоистов в возрасте от 13 до 15 лет из Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей, республик Мариэл, Удмуртии, Татарстана. Юношам и девушкам, одевшим дзюдоги, предстояло определить сильнейших в 18 категориях. Команда хозяев турнира хоть и была самой многочисленной, однако юные подопечные Республиканской Федерации дзюдо взяли не только числом. Заряженность на победу и понимание важности каждого действия на татами выгодно отличали чувашских дзюдоистов от коллег. В этом году довольно много кто приехал из разных городов. Конкуренция не меньше, а только больше, потому что этот турнир с каждым разом все популярней. И я очень хочу его победить, но соперники не будут давать мне таких шансов, и я буду выкладываться на 100%. Воспитанник спартаковской спортшколы Глеб Голубов сумел выйти в финал весовой категории до 38 килограммов. Однако в борьбе за золото на сей раз уступил нижегородцу Максиму Мальцеву. В итоге серебро. Всего же хозяева турнира завоевали 30 медалей, 8 из которых золотые. Набранные очки позволили нашей команде занять первое общекомандное место. Этот турнир, он показывает именно, что дзюдо живет в Чувашии, живет память Александра Ивановича. Но я бы хотел сразу еще добавить о том, что в сентябре у нас будет знаковое событие первенство Поволжского федерального округа до 18 лет, к которому мы усиленно готовимся. Надеюсь, что наши спортсмены, наши чувашские спортсмены, наши чувашские дзюдоисты покажут хорошие результаты на этом турнире. Вячеслав Ильин, Константин Козлов, Вести Чувашия.